Это сейчас она преподаватель Покровской детской школы искусств, руководитель детской вокальной студии Sunrise, узнаваемая личность в Хангаласском Улусе. А почти 9 лет назад она была совсем молоденькой девушкой-студенткой, приехавшей из родины Деда Мороза, города Великий Устюг, в маленький северный городок, чтобы обучать местных детишек музыкальному искусству. Как бы это удивительно ни звучало, но героиня репортажа Нина Трескина родилась в Якутии. Так получилось, что ее отцу в свое время выделили квартиру в республике, и он перевез семью сюда. Именно в якутском роддоме Нина сделала свой первый вздох. Папа у меня был летчиком, мама у меня бухгалтер. Папе дали квартиру в Якутске, и так получилось, что они расписались и уехали в Якутск жить. Раньше в то время им давали рабочая квартира, и вот ему перед выбором его поставили, либо это Кишинев, либо это Якутия. И почему-то он выбрал именно Якутск. И мы жили, я помню, что на улице Жуковского, рядом с аэропортом, там стояли двухэтажные деревянные дома. Очень много историй с детства помнится именно с этих дворов. Первые 3 года жизни Нина провела в Якутии. Затем случается переезд по семейным обстоятельствам в Великий Устюг. Здесь Нина поступает в детский сад, затем в гимназию и параллельно учится в музыкальной школе. В 2006 году Нина становится абитуриенткой. Дальше стоят муки выбора, куда поступать. Мама хочет, чтобы я шла на экономиста или на юриста. Музыкальную школу я закончила, когда училась в 8 классе. Поэтому я вот, наверное, здесь из принципа своей маме, чтобы не учиться платно, пошла на музыкальное, потому что я была уверена, что я туда поступлю на бюджет. Я поступила в колледж музыкальный Вологодский, это уже город Вологда, областная столица. Там я закончила его, и после колледжа я уже поехала в Москву, в университет культуры. В Вологде Нина осваивала профессию преподавателя теоретических дисциплин, а в Москве обучалась на учителя музыки. После 3-го курса девушка переводится с очного на заочное отделение и, будучи еще студенткой, отправляется на свою историческую родину – в Якутию, при этом получив одобрение от матери, которая очень хорошо помнила северный край. У меня все вот эти года, что я училась в Москве, педагоги меня старались перетащить на теоретический факультет, так как я по первому образованию теоретик. И я частенько прогуливалась мимо кафедры теории музыки. И вот в один прекрасный день я шла и увидела объявление, что в Якутию, в Покровск требуются педагоги в музыкальную школу. Пообещали квартиру, хорошую зарплату. Ну и вот как-то я поговорила с мамой, и мама очень даже спокойно отреагировала на это. Мама знала, что такое Покровск, она знала, что этот город русскоязычный, недалеко от Якутска. Ну и очень хорошо отреагировала, сказала, конечно, едь, пробуй. В конце октября 2014 года Нина прилетает в Якутию и едет прямиком в город Покровск, в местную детскую школу искусств, где ей предложили работу. В то время школа искусств располагалась в ветхом одноэтажном деревянном здании. И руководство учреждения поначалу боялось, что молодая девушка-специалист из Москвы может передумать, увидев, где ей суждено работать. Нас встречала директор завхозом. Когда вот мы в Хангаласский Улус въехали, я увидела эти сопки, у меня даже голова закружилась от этой красоты. Природа здесь очень красивая, шикарная. Ну, конечно, когда заехали в Покровск, директор немножко схитрила. Она провезла меня мимо музыкальной школы и только потом сказала, а вот там у нас была музыкальная школа. Я повернула голову, успела увидеть деревянное здание, которое было наклонено, ну, стояло, в общем, криво. Ну, собственно говоря, на работу это никак не сказывалось. Развивались, работали и в таком здании. Далее нужно было решить жилищный вопрос. Первым вариантом был частный дом с газовым котлом, который подыскали для Нины ее коллеги. Но, естественно, этот вариант девушка отмела, так как никогда не имела опыта обращения с газовым оборудованием. Начали искать варианты по объявлению. И в первую же отсмотренную квартиру Нина заселилась, несмотря на то, что она была полностью пустой. Директор помогла, матрас привезла, телевизор. А потом, конечно, уже постепенно, в течение 2-3 месяцев я уже и диван купила, ну и как-то вот по чуть-чуть стала все сама приобретать.
Адаптацию к новым условиям и к новому коллективу Нина, по словам ее коллег, проходила очень даже неплохо. На самом деле мы еще за 3-4 месяца у нас велись переговоры, то, что вот она, Трескина Нина Александровна, к нам приедет работать, да, и мы, получается, волновались, вот не знаем, кого вот издалека пригласили на работу. Конечно, у нас же в старой школе и условия были такие не очень, поэтому мы, конечно, волновались. И, как сказать, в общем, она вот в октябре приехала к нам и сразу легко так влилась в наш коллектив. Уже на первых порах девушка ощутила тот самый якутский менталитет, которому присущи сдержанность, немногословность, но и гостеприимство. Соглашусь, что сдержанные, да, но люди все равно не очень добрые. Они мало говорят, но если тебе нужно будет помочь, они обязательно придут на помощь, самые первые. Вот это я заметила, и вот эта доброта, она прям очень привлекает. Одним из первых ярких впечатлений в Якутии было знакомство с местной кухней. Первым блюдом, которое она попробовала, стало мясо жеребенка. Было интересно, когда я пришла в магазин, я там увидела мясо жеребятины. Вот тут я очень долго думала, как это вообще едят. И, бедные лошади. Они же хорошие. Да, они же хорошие, но наши-то лошади не такие, а я якутских лошадей до этого не видела никогда. И вот немножко прочитав про это, я решилась купить, попробовать. И, кстати говоря, мне даже очень понравилось. И сейчас как отношение к мясу жеребятины? Сырое не ем, а в готовом виде, в вареном, в жареном, да, очень вкусно. Что касается морозов, то всю мощь якутского холода девушка почувствовала на удивление только недавно. При этом она знала, что зимой в Якутии холод сопровождает туман. То ли мама заранее меня подготовила и рассказывала, что тут всегда туман и ничего не видно. Поэтому я как-то в картинку уже в своей голове нарисовала и спокойно к этому тоже ко всему отнеслась. Минус 50 я помню только 3 года назад, по-моему, первый раз, когда вот прям здесь находилась. До этого я на сессии уезжала, возможно, они были, но я вот не помню. А 3 года назад это у меня уже своя квартира появилась. Я вот помню, шла на работу. И по пути почувствовала, что я очень замерзла. Как раз таки это было минус 50 градусов. Итак, в 2014 году начинаются трудовые будни преподавателя теоретических дисциплин Нины Александровны в Покровской детской школе искусств. Помимо теории, молодому педагогу также поручили обучать детей игре на фортепиано. У меня кабинета своего не было, потому что школа была очень маленькая, классов было довольно мало. И все педагоги уже, которые тут давно работали, они, естественно, занимали уже по кабинету. И мне приходилось между классами ходить, где свободно, так по расписанию старались поставить мои занятия. Через некоторое время Нина решила осуществить в Покровске свою детскую мечту – открыть собственную вокальную студию. В детстве, когда я ходила в музыкальную школу, я училась по классу фортепиано. Помимо этого всего у нас там тоже был хор. И вот с хора меня уже педагог позвала на эстрадный ансамбль. Там я уже начала петь. И мне это очень нравилось. Почему-то я видела себя, что я вырасту, я буду заниматься с детьми именно эстрадным вокалом. И когда я сюда приехала, вот не прошло нескольких месяцев, я на базе Саргышки открыла свою студию вокальную, набрала детей без образования, без специального. Саргышка – так называют покровчане, любя свой центр культуры Саргыты-Гюльгете. Действительно, работники этого центра поддержали инициативную девушку и выделили ей кабинет для занятий вокалом с детьми. Сразу было видно, как она только начала работать в музыкальной школе, начала проявлять свою инициативу. В принципе, она преподаватель, педагог, конечно, она вела дисциплины теоретические, да, так, чтобы, допустим, набирать детей, вокалом заниматься. От нее это не требовали, это было ее желание само. И потом из этих индивидуальных занятий с детьми она уже потом создала ансамбль «Sunrise». Детский вокальный ансамбль Sunrise – это детище Нины Трескиной, которое она начала создавать уже в первый год работы в Покровске.
Сейчас это успешный коллектив, который объездил не только Хангаласский Улус и близлежащие районы, но и города Москва, Казань, Новосибирск и турецкая Анталия. Репертуар ансамбля – песни на русском, якутском и английском языках, а участники делятся на старшую, среднюю и младшую группы. Студию Сандас я где-то посещаю 1 или 2 года. А это твое было желание или родители тебя? Я сам уже учился с садика, поэтому выбрал это призвание вокал. Ну, я очень люблю петь, там, я всегда пела, подпевала какие-нибудь тиктокерские песни, такие вот 2022, такие вот песни подпевала. Мама меня записала, вот, это была моя мечта. Детская мечта Нины о вокальной студии воплотилась в реальность в Якутии. Для более профессионального преподавания она получила здесь второе высшее образование – вокальное. Более того, при детской школе искусств девушка открыла эстрадно-вокальное отделение. Как педагог по вокалу, за годы работы с голосами местных детишек героиня репортажа сформировала свое собственное наблюдение. Да, конечно, голоса бывают разные. Север имеет место быть. Голоса северные, звонкие, яркие. Тонких вот русских голосов их не так много. Находясь более 8 лет в Якутии, обучая детей вокалу, рано или поздно сама Нина должна была столкнуться с таким опытом, как пение на якутском языке. Да, так как все-таки живу я здесь уже 8 лет, то мне приходилось неоднократно учить с детьми якутские песни. Но так как я не знаю местного репертуара и местных исполнителей толком, как-то именно вот остановилась я на Милене Борисовой, и вот песни, я с ней знакома лично, и вот ее диски я всегда покупаю и разучиваю со своими детьми. Ну и что касается даже меня, хоть в этом году решилась, и тоже 2 песни на якутском уже спела. Какие? Ну, одна это у меня был дуэт со Стасом Кузьминым. Там я пела только один припев. Ну, получается, перепели какую-то Да, песню. перепели, да. И вот вторую я тоже увидела в интернете версию Алисы Супроновой. Доробомин, дойдум. Вот как-то дальше. Каково это, кстати, разучивать якутские песни? Сколько сложно или Сложно. да? Буквы сложные очень по произношению. Вот, например, там г, там Да. д, там, и так далее. Мгм. Да как вот их с ними справляетесь? Но, видимо, с акцентом. Так. Как вы поняли, Нина тоже много выступает сольно или в дуэте. Она постоянный участник различных песенных конкурсов. Я люблю свою родную, всем скажу, я не тая, по тебе всегда тоскую, ты Якутия моя. О Якутии героиня репортажа тоскует каждое лето, когда уезжает к себе в Великий Устюг во время школьных каникул. Там мама, близкие, родной дом, знакомые, друзья. При этом частичку Якутии она увозит с собой, например, в виде якутских междометий. Аю-ая. Если только вот это. Ну и бывает, что-то начинаю тянуть. Когда домой приезжаю летом, мама меня всегда поправляет, говорит: Нина, вот прям слышу в тебе якутский акцент. А, да, например, как? Да, ну я там что-нибудь так заторможу, там, а вот там что-нибудь скажу, и вот моя племянница, она ходит за мной, повторяет, и вот это же самое там аю-ая. Бабушка ругается потом: где ты это научилась говорить? Так, вы прям каждое лето ездите обязательно, Да. да, Великий? А ваши родные приезжали, кстати, сюда? Да, один раз мама у меня прилетала вот как раз с моей племянницей в том году. Ну, мама тоже отметила красивую очень природу. Но то, что инфраструктура здесь, конечно, вот не очень хорошо развита, это да. Для молодых это не очень хорошо. На это лето у Нины, помимо поездки в Великий Устюг, запланированы вылазки в популярные достопримечательные места Хангаласского улуса. К сожалению, была только на Ленских столбах. Когда? И была еще
Я туда стабильно, когда у меня была машина, ездила 2 раза в год. Сама? Зимой, весной, да. Могла 2 раза съездить. И зимой там разок, 1 раз весной. Вот летом очень хочется туда попасть. Вот планирую в этом июне туда на теплоходе сплавать. Ну, еще была на Ой, нет, мыс Кангалас, кажется, называется. Вот там, и там есть карьер угольный. Вот тоже очень красивое место. Ну, вот в июне планирую в Булус посетить. И вот эти песчаные тоже. Тукуланы. Тукуланы. И вот то, что еще там, как вы сказали, мне это не выговорить. Кирюлюр. Да, Водопады. да. Якутская кухня, эсэх, традиции народа Саха. Нина знает об этом не понаслышке. Для начала мы поинтересовались, пробовала ли она такие известные якутские национальные блюда, как суп из потрохов, индигирка, строганина и так далее. Потроха я не ела, и как-то желания нету. А вот строганина и индигирка, это прям вообще у меня строганина на первом месте стоит. Очень сильно люблю ее, вот именно из рыбы. А из жеребятины, к сожалению, вот тоже как-то сырая не заходит. Так, что-то, может, сами уже готовите, например, индигирку там режете? Да, могу. И строганину могу сама сделать. Ничего себе. Если очень захотеть, можно сделать все. Эсэх посещали, но вы летом ездите в Великий Устюг, можно Но быть. была пару раз, даже выступала там вот эти 2 раза. Как вам эсэх? Очень здорово, очень классный праздник. Прям хочется на него еще попасть в этом году. Если получится, тоже постараюсь. Ну, здорово, что вот эта культура вся объединяет вот эти традиции, да, людей, когда они все одевают свои национальные платья, украшения. Ну, вообще, не знаю, мне это очень нравится. Вы сами примеряли национальное платье? Холода и нет. Холода нет? Нет. еще? Ага. Но хотелось бы. Этот год у Нины Трескиной обещает быть очень насыщенным. Ведь нынче, помимо того, что в России объявлен год педагога и наставника, ее уже родной Покровской детской школе искусств исполняется 65 лет с момента основания. Осенью запланирован большой юбилейный концерт, подготовка к которому уже началась. В целом у Нины большие планы не только на этот год, но и на свое дальнейшее пребывание в Якутии. Я очень люблю местную природу, мне нравятся местные традиции, культура, поэтому я думаю, что я здесь надолго. Работа – это вообще все мое время, это вся моя жизнь. Я живу своей работой, я очень сильно люблю, поэтому пока в ближайшее время я не рассматриваю вариантов о переезде.